Короче, ребята, катаемся по лесной дороге. Выехали за речи сегодня. Просто гуляем. Проверяем машину после ремонта. Немножко у меня лампочка, я не знаю от чего. Там лампочка, аккумулятора загорелась. Искал причину там. Ковырялся что-то там в генераторе и толком причину не нашли. Здесь лужи кругом, тоже дорога не очень ахти. И явно оказалось, что а тут, где проезжают, тут дорога есть, нету хоть вообще. Интересно. В общем, едем по незнакомым местам. В эту сторону, да. Провалимся, нет. Глубина какая проедет мне. Нормально. Там почва оказалась плотная, твердая. Уже 2 года, наверное, здесь я не проезжал. И после дождей сейчас он ручей течет. Так-то здесь сухо должно быть, а ливневые дожди сейчас на днях были. Еще чуть-чуть съездить и по Ягелю побродим, может грибы найдем. Смотри, овода сколько даже. Овад. Я все ошибаюсь. Это не овод, а вот уже мелкие трубочки, как называем их, трубки. Они тоже после овода уже выходят. Тут уже ягель начинается, уже сплошная ягель здесь. Здесь для интереса еще посмотрим где-нибудь грибы, остановимся, да. В прошлый раз я хотел от села в другое место, кругом ягоды, но обычно тут в сентябре, в конце августа начинают там грибы выходить белые, но слухи тоже были, что на ягелях там опять вот лампочка загорелась, там аккумулятор, зарядка аккумулятора, хотя прибор показывает, что зарядку дает. Где-то 13,5 и зарядка идет. Лампочка, я не знаю от чего там лампочка у меня горит.
падает. Наверное, здесь где-нибудь остановимся, посмотрим. Вот тут. Здесь вроде большое такое место тоже. Ну да, здесь я оставлю машину. Что-то может найдем, если нет, так обратно будем возвращаться. Короче, вот. Датчик показывает, ну не датчик, а прибор показывает, что зарядка идет. Зарядка идет где-то 13-13,5. А горит у меня вот. Так, где он? Вон. Лампочка. Сейчас, подожди. Фокус. Вон. А лампочка горит. Я не знаю чего. Куда-то масса, наверное, идет. И вроде проверял там. Везде вроде все нормально. А от чего эта лампочка горит? Может где-то коротит, я не знаю. Минус, наверное, куда-то ток уходит или что может, какая причина быть. А здесь вроде все нормально. Так что, не знаю. И местами, вот сейчас мы выезжали, лампочка погасла, а сейчас вот проехали через водяное препятствие или еще где-то трясло нас и опять вот все загорелось. Вот так вот. Ну, я буду смотреть на прибор. Если прибор будет показывать, ну, не будет показывать зарядку, значит все, кирдык. Будем искать причину или в городе, или еще где. Так, ладно, сейчас по Яголю еще побродим и будем возвращаться. Все гудит. Все гудит в лесу. Уже прошли где-то метров 300, наверное, от Хиллы. И ни одного гриба еще не встретили, ни поганки, ничего тут нету. Здесь небольшое сырое место и дорога куда-то ведет. Сейчас по дороге еще сходим и думаю, там еще яголь будет. И будем возвращаться, круг такой сделаю. Ну это нормально, мусорно. Это везде так. Куда не глянешь. А почему мусор в тайге? Потому что возле села нету свалки. Одна свалка на такое огромное село находится в окраине села. А было бы в нескольких местах, где вот дорога вот идет, скажем, вот в Заречье, там дорога поднимается. И народ, кто едет на машине по пути, отвез бы свой мусор в эту свалку. А у нас на такое село, и даже с Алексеевска приходится, Алексеевск находится 4 километра в стороне, и приходится людям возить мусор с такого расстояния. Сделали бы в Алексеевске мусорную яму, какую-нибудь свалку, еще вторую свалку здесь в Заречье, и третья свалка, скажем, у нас в селе был бы хотя бы 3 свалки, и это нормально. И не было бы такого, что люди стали бросать мусор пакетами куда-нибудь в сторону, в лес возить или еще. Короче, нифига. Даже запах грибов я не чувствую. Ничего тут нету. Там уже болото большое, где весной охотимся. Там лес. Из-за леса он уже начинается болото. Да, естественно, куча там маяка.
Бырта тоган муна. Да, там впереди яголь еще вижу. Муравейник. О, Мишка тут поработал это весной. В этом году 100%. Но уже муравьи здесь как бы заново уже начали заделывать. Но видно, что здесь муравейник был разрушен в эту весну. Бай. Так сюда. Первые грибы попались. 2 штуки вон. Ну как, гнилой? Нет. Этот нормальный. Вот, смотрите. Сыщ. Второй гнилой. Интересно, на ягеле месте грибы. От пчела я куда ходил, там не было. Интересно. Может, найдем еще вторую. Ну, вот такой муравейник был. И что осталось? Ну, они шустрые, заново все построят. Пирамиду эту муравейник. Пошли. Дорога дальше идет. Запах гриба такой. Дукус. Да? Нормально. Да, запах лета. Запах скоро будет уже осень. Грибной сезон только начинается. Но на антикомарином надо помазать, что-то их много. Гнуса. Все, возвращаемся. Еще сходили по этой тропинке где-то метров, я не знаю, трудно посчитать. И здесь вот просека идет. И уже пойдем давай. По этой просеке. Такой кружок небольшой будет, но в надежде еще, может, где найдем что-нибудь. Вот тут уже сосняк. Вот мы прошлый поход у меня был с Туланом ельник и березы там, сосны там, ну, наверное, где-то в том месте 20%, наверное, только. А здесь уже ягель и сосны в основном. Хорошо, пока здесь никто не срубил эти деревья. Есть где куда ходить. И собираем грибы, ягоды. Но боюсь, что в любое время могут взять и продать этот лес, и также будет вырубка. 7 километров, наверное, если выше подняться вот от села, там уже начинаются вырубки. Тоже хорошие места были ягелевые, но взяли и срубили лес. Все, там поле осталось. И здесь уже вот по толщине, ну, рост такой не очень высокий, а по толщине, если посмотреть, там возраст деревьев позволяет уже срубить. Пусто. Пусто. Один гриб и все. Такой красноголовый. С одного гриба ничего не сваришь. Хотя бы штуки 5, если вот таких, уже можно сварить суп. На 2-литровой кастрюле уже там картошку закинешь, и хороший суп получится. Такие делишки. Ну тут опять сырое место. И я не знаю, если грибов не будет, наверное,
Больше снимать пока не буду. В общем, возвращаемся уже. Ну, комарье, блин, достает. Морожки не видать. Морожки не видать. Запах. Такой запах. Вот. Мы керчит бараменам, вон это мы это рочно. Багульник. Все время я забываю багульник. Запах багульника. Ну, и листья есть вот от морожки, а самих ягод почему-то нету. Пока тишина. Народ пока не собирает, пока не бродят, не ходят. Нашли, заметили. Вон машина уже рядом, и тут, вот смотрите, второй гриб. Опа. Не второй, а даже две штуки их. Только подведем. Тоже чистый. Немножко только здесь вот. О, какой чистый. Вот смотрите, когда вот с ногами берут, вроде как все чисто, а сломаешь, вон что творится. Это разве гриб? А, смотри, что тут творится. Ну, второй, наверное, тоже вот. Ну, второй более-менее, на. Да. Не очень-то так хороший. Брать такое говно не буду. Фу. Кукушка где-то кукует. Кукушка кукует. Обычно весной они, когда лето начинается, начинают куковать. А кукуют еще. Все, давай быстрее. Быстрее уже отсюда. Сесть и поехать. Тут пока больше делать нечего. Подождем. Когда нормально дожди будут и пойдут нормальные грибы. Фу. Тот самый участок нехороший. Уже возвращаемся. Там еще побродили, но ничего не нашли. Грибов больше нету. Я снимать уже ничего не стал. Везде, что на речке, что по таким лужам надо знать места, где вот перейти. Бывает там, первый раз, как новичок, залезешь и можешь застрять и полдня потеряешь, пока выйдешь там без домкрата, без ничего, если еще. Лучше сперва проверить, выйти проверить, посмотреть глубину, чтобы уже верняк, не застрять. Первый раз, первый год-то есть, я тут когда буран купил, тоже думал, сяду и не надо даже вставать, ты проедешь через любые сугробы, через любой снег проедешь, вон пробуксовкой даже проехал. Оказалось совсем не так. Ты иногда в яму попадешь и застрянешь. Сперва лучше думаю, если через ручей или через какую-то яму переехать на буране, сперва надо на лыжах протоптать раза два, а там уже дальше сесть на буран и переехать. Чуть разгонишься в яму. В общем, ребята,
мы возвращаемся. Небольшой такой поход, ну, проверка плащика была у меня сегодня. Заранее ничего пока сказать не могу, когда следующий поход будет. Лампочка пока горит. Так вот. В общем, всем пока и до новых встреч на Кроге. Жарко у нас на улице, духота после дождя. Вообще ужасная погода.